Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Сотрудники исправительной колонии номер 1 предотвратили попытки перебросов запрещенных предметов и веществ. Всего задержали 8 человек. Так, на прилегающей режимной территории был задержан гражданин, который сделал переброс в сторону основного ограждения колонии. Были изъяты пол-литра алкоголя, 2 сотовых телефона и зарядные устройства. В это же время сообщник задержанного на большой скорости пытался скрыться и уйти от преследования, но был задержан сотрудниками ДПС и УФСИН. Позднее были задержаны еще 6 человек. Они пытались доставить 2,5 литра алкоголя и 1,5 килограмма дрожжей. Результаты медицинского освидетельствования показали, что задержанные в момент совершения правонарушения находились в состоянии алкогольного опьянения. Также было установлено, что двое из задержанных ранее уже отбывали наказание в этой же колонии. В отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы направлены в мировой суд. Бывший глава поселка Тикси предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствием установлено, что в период с 2011 по 2016 годы глава поселка незаконно предоставлял по договорам социального найма своим родственникам и знакомым квартиры, которые находятся в собственности муниципального образования. За указанный период глава незаконно обеспечил жилыми помещениями своих сестер, племянников, друзей, а также женщину, с которой состоял в близких отношениях. При этом законные требования граждан, реально нуждающихся в жилых помещениях, малоимущих, состоящих в течение длительного времени в очереди на получение жилья, были им грубо проигнорированы. Обвиняемый на протяжении всего следствия не признавал вину, выдвигал в свою защиту различные доводы, в том числе указывал, что квартиры, которые он выдавал своим близким, нуждались в серьезном ремонте, были непригодными для проживания. Решение о выделении квартир якобы принимала созданная им жилищная комиссия, и его вины в этом нет. В ходе расследования уголовного дела доводы обвиняемого следователями по всем эпизодам преступной деятельности были опровергнуты. Следствием установлено, что бывший глава муниципального образования поселок Тикси выдавал своим близким самые лучшие квартиры по их освобождении, которые были полностью пригодны для проживания. Создаваемые им жилищные комиссии действовали формально. Члены комиссии фактически не принимали никаких решений. Все решения были заранее сформулированы главой. В случаях, когда члены жилищных комиссий проявляли принципиальность и голосовали против предложенных главой кандидатов, тот фальсифицировал протоколы жилищных комиссий, вписывая в них нужных ему граждан с решением о выделении жилых помещений. В ходе расследования уголовного дела Арктическим межрайонным следственным отделом совместно с отделением УФСБ России в Булунском районе проведен большой объем следственных действий и оперативных мероприятий. Проведены выемки, осмотры, экспертизы, допрошено более 60 свидетелей. После ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого под давлением собранных доказательств, обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях и дал признательные показания. Обвинительное заключение утверждено прокурором района, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. К федеральной повестке в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике в 18 городах и населенных пунктах прошло более 30 обысков по делу члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Рауфа Аршукова. Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ и МВД России проводятся масштабные мероприятия, направленные на декриминализацию Северокавказского региона. В рамках уголовного дела в отношении Рауфа Аршукова и иных лиц на территории 18 городов и иных населенных пунктов Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и в Москве проведены свыше 30 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях-потребителях природного газа. С учетом полученной информации о коррупционных связях участников преступной организации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя руководителя Следственного управления по Карачаево-Черкесской республике Казбека Булатова, старшего следователя этого подразделения Андрея Филиппова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесской республики Тимура Бетуганова. Как полагает следствие, находясь в дружеских отношениях с Аршуковыми и в целях непривлечения их к уголовной ответственности, указанные лица превышали свои должностные полномочия. Их действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие планирует решить вопрос о мере пресечения. На этом пока все. Берегите себя.